Продолжаем эфир телеканала программы новостей. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. И о главном к этому часу. Скачок на 16% по суточному заболеванию коронавирусом произошел в Якутии. Почти 20 человек выявили в Мирюнгринском районе. Космический мониторинг помог определить корабль, из-за которого произошел выброс веществ у берегов Камчатки. Как в условиях пандемии и осенней хандры поддерживать свое ментальное состояние? День психического здоровья. Наш корреспондент пообщался с экспертами и готова ответить на этот вопрос в конце выпуска. За минувшие сутки на территории Якутии зафиксировано 128 случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные оперативного штаба. Из них в Якутске 72, в Нерюнгринском 19, в Мегино-Кангаласском 5, в Амгинском, Мирнинском, Хангаласском районах по 4 случая, говорится в сообщении. Также в Верхневилюйском, Татинском, Усть-Майском и Чурапчинском районах зафиксировано по 3 случая, в Сунтарском, Усть-Алданском по 2, в Верхоянском, Жиганском, Намском и Аймиконском по 1 случаю. За сутки в регионе от коронавируса скончалось 2 человека. Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, смогут получить компенсацию за оплату стоимости проезда, не использованную в этом году. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Речь идет о неработающих гражданах, которые получают пенсию по старости или по инвалидности. Раз в 2 года за счет федеральных средств им возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Если пенсионер за это время не обращался за компенсацией, ее выплата не производится. В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права этой категории граждан, было принято решение продлить срок обращения за неиспользованными в 2020 году компенсациями на 2021 год. По данным Института космических исследований РАН, спутники зафиксировали сброс вод из корабля, проходившего вблизи Халактырского пляжа 23 сентября в 7 утра. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Напомним, в конце сентября в соцсетях появились кадры Халактырского пляжа в Авачинском заливе на Камчатке с множеством мертвых морских животных. Серферы, которые катаются в Тихом океане, заявили о тошноте, пелене на глазах и першении в горле после выхода из воды. Министерство природных ресурсов региона заявило о превышении допустимых концентраций нефти и других продуктов. Прокуратура Камчатского края и Следственный комитет проводят собственные проверки. По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружен корабль, который проходил 23 сентября в 7 утра вблизи Халактырского пляжа, из которого был осуществлен сброс вод. Сам объем очень незначительный, конечно, он не мог привести к тому эффекту, который мы наблюдаем по всей акватории, но даже по этому случаю судно 100% будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы. Это показывает, что имеющаяся у нас система мониторинга позволяет добиваться неукоснительной, обязательной ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства. Мы просто не умеем ей пользоваться. Комплексную систему будем запускать в ближайшее время, и она позволит нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдет от ответственности. Сильный ветер, скорость которого достигала 25 метров в секунду, привел к отключению электроэнергии в Махачкале и еще 42 населенных пунктах Республики Дагестан. По информации МЧС, без света остались 51 тысяча человек. Кроме того, сообщается, что в Махачкале и ее пригороде зафиксированы единичные случаи повреждений зданий и падения деревьев. В результате происшествий никто не пострадал. На кадрах видео сотрудники спасательных служб демонтируют секцию металлического ограждения, упавшую в результате прорыва ветра. К ликвидации последствий разгула стихии привлечены 18 единиц техники и 73 человека личного состава МЧС. Говоря о погоде в регионе, как мы сообщали ранее, в западной, южной и центральной частях Якутии сегодня и завтра прогнозируют снег, местами метели и понижение температуры до -5, -7 градусов по Цельсию. Прогноз и мнение экспертов подготовила Виктория Федорова. Якутия постепенно перестраивается на зимний лад. Ожидается понижение температурного режима. Установятся благоприятные условия для гололедицы. Будьте осторожны на дорогах.
Согласно исследованиям межправительственной группы экспертов по изменению климата, действующей под эгидой ООН, среднегодовая температура воздуха в Якутии за последние 50 лет выросла на 3 градуса. Это подтверждают и все метеостанции, где есть продолжительный ряд наблюдений, которые охватывают хотя бы последние 70 лет. То есть то потепление на 3 градуса, о котором я только что сказал, да, оно связано как раз с более мягкими зимами. Мы сами это наблюдаем. Количество таких холодных зим стало меньше. То есть это увеличение январской температуры на 5-6 градусов примерно в среднем. Действительно, в последнее время сократилось количество холодов. Эти изменения погоды ощущают в первую очередь сами якутяне. В основном на термометрах стабильно держится 35-45 градусов в течение почти всей зимы, тогда как раньше нормой была температура ниже 50. Вот это неизбежный процесс. Дело в том, что климат даже в каком-то конкретном месте, вот в одной точке, да, он никогда не связан с условиями и процессами, которые происходят в этой точке. Вот. Это всегда что-то гораздо более глобальное. Здесь, на территории Центральной Якутии, борются между собой сибирский антициклон и разные циклоны, которые могут приходить либо с севера, то есть арктические циклоны, либо с Охотского моря. Не исключением станет и этот год. В Якутии уже в первые месяцы зимы ожидаются температурные аномалии. Синоптики предполагают, что на северо-востоке республики будет необычно теплый ноябрь. Также и декабрьская погода ожидается теплее обычного. Но стоит помнить, что погода – явление непредсказуемое и может удивить нас еще не раз. Как говорится, синоптики предполагают, а природа располагает. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. Сегодня в Преображенском соборе Якутска совершили божественную литургию в честь 150-летия учреждения Якутской епархии. Его провел митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской патриархии. Литургию благословил святейший патриарх Кирилл. В мероприятии участвовал глава республики Айсан Николаев. Православие пришло в Якутию в 1640 году с мореплавателем Семеном Дежневым. С тех пор начались обряды крещения, а сегодня в ногу со временем перед церковью стоят новые задачи. Своими историями, как люди пришли к Богу, они поделились с нашим корреспондентом. Стала ходить лет 10, наверное, сюда, еще когда владыка Герман был. Вот в те времена стала ходить, когда он возродился. Это много дает, это сил дает, терпения, в жизни оптимизма дает, очень большого. Так что дай Бог, чтобы всех у вас было такое же. В эти выходные в мире уделяют внимание психическому здоровью. Как в условиях пандемии коронавируса и так называемой осенней хандры поддерживать свое ментальное состояние и не дать своему альтер-эго вырваться наружу. Эксперты поделились с Айсеной Бурнашовой. Уважаемый товарищ водитель, высадите, пожалуйста, пассажиров без маски. Пассажиры без масок и заражают тут. Когда утро не задалось. На видео две пассажирки московской наземки резко выражают свое недовольство, буквально требуя у водителя автобуса высадить людей без защитных масок. О необходимости ношения этого аксессуара, конечно, знают все, но де-факто многие правила не придерживаются. В этой ситуации эксперты видят не просто нарушение масочного режима, но и эмоциональный дисбаланс у пассажиров. Эта маска – это не только наша защита от заражения коронавирусом, но эта маска в какой-то степени еще является и обеспечением нашей психологической защищенности. Потому что если я в маске, если все вокруг в маске, у меня не должно развиваться никаких тревожных расстройств. Я уверена в том, что я защищена. Перепады настроений, панические атаки, обострение хронических заболеваний – это симптоматика, характерная для осени. Именно в эту пору шкала жалоб на здоровье резко идет вверх, делятся с нами эпидемиологи. Шествующий по миру COVID-19, конечно, тоже влияет на настроение людей. Ни для кого не секрет, что наше психическое здоровье влияет на уровень нашего иммунитета. То есть, когда вы находитесь в постоянном стрессе, или вас что-то огорчает, вы сразу же ловите любую инфекцию на себя. Как с этим бороться? Отгоняйте от себя плохие мысли, занимайтесь физическими упражнениями, дышите воздухом, питайтесь, все будет нормально. А еще здоровый сон, благоприятная среда и правильное окружение во время осенних недомоганий. Корректировка образа жизни пойдет
только на пользу. Ну и, конечно, использование защитной маски позволит не только не заразиться респираторными инфекциями, но и обеспечит и вам, и окружающим психологический комфорт в период пандемии коронавируса. И маска создает тот самый барьер, который не пропускает эти вирусы, и с вероятностью около 80% вы не заболеете. А когда носите маску и вы, и окружающие вас люди, практически разрывается этот механизм передачи, и мы друг друга не заражаем. Ну и в том числе не заболеваем сами. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Якутянин одержал победу в своем дебютном бое среди профессионалов. В турецком Стамбуле Петр Васильев в 4-м раунде отправил в нокаут выходца из Средней Азии Фаруха Хаирова, представлявшего Турцию. К слову, Петр – сын заслуженного мастера спорта России Василия Васильева, а его тренером и менеджером выступил Семен Лукин. Это была вся информация к данному часу. До встречи в следующем.